меня отец был очень творческий человек, он любил все делать своими руками, там и дом мог построить, да, и там крыльцо и так далее. Я все детство с ним был. Вот. Ну и также он хорошо перерисовывал. Ну, видимо, вот от него это все передалось ко мне, и как-то вот выбрал свою профессию. В колледж культуры я попал совершенно случайно. По идее, я должен был идея моя была поступить, в СГУ на дизайн. Вот. А потом так получилось, что, ну, учился я рисовать не вот так охотно, как хотелось, и я не поступил. Но потом я пошел в колледж культуры, мне подсказали, да, и там вот набрал, почти наивысший балл. И уже там начал учиться. И вот, там мы познакомились с Александром Вениаминовичем, который меня научил вот, резьбе по дереву. Как держать резак, как стамеску держать, да, вот, как обрабатывать дерево, мягкие породы, там, твердые породы. Все это от него. Вот. Преподаватель Александр Вениаминович, он скульптор по образованию. И больше всего у него скульптур людей. И когда я учился, да, я вот много наблюдал за ним, когда он прямо от рисунка, то есть он делает какой-то портрет, да, рисовывает все хорошо, а потом уже переходит на изделие, подбирает материал. Благодарность хочу выразить своему преподавателю Александру Вениаминовичу, многим мастерам, которые у нас есть в Сыктывкаре и были, потому что я учусь ото всех, наверное, ну, понемножку, то есть у кого-то с сувелем работать, кто-то с деревом работает. Я всю жизнь говорил себе, я не буду преподавать ни разу вообще никогда. А так получилось, что здесь вот потихоньку-потихоньку пришлось преподавать, потому что я боялся этого, ну, как бы не люблю на публику вообще разговаривать, что-то рассказывать и так далее. А тут вот потихоньку как-то привык, начал учить уже потихоньку это все. Вот. Ко мне приходят дети с 10 лет, и, в принципе, можно сказать, дети до конца жизни, потому что у меня и взрослые есть, которые по 40 лет, и самый старший это сейчас Евгений, ему 75 лет. Первые девочки появились, наверное, 2 года назад. Это было 2 девочки, которые подруги. Одна привела другую. Так получилось. Может, мне повезло с такими девочками, не знаю, но с ними сложнее намного работать, потому что в плане дисциплины. Успокоить их сложнее и так далее. Вот. А так, в принципе, потом появлялись еще несколько, да. Вот как отрезало, понимаете, не было буквально сколько, 8-7 лет, да, я работал, не было ни одной девочки вообще. И тут вот раз и начали появляться. Вот. У нас есть проект от Зарани, «Звездное ремесло» называется. И в этом году мы снимали видео «Звездное ремесло. Наши дети». И как раз вот Олег со своей мамой снимался, выходило видео. Он показывал, как делать брошь маме, да, учил ее. Ну, прям гордость вперед за то, что он преподавал уже. Ученики у меня занимали голос ремесел. Первый, так получилось, что мы первое, второе и третье место заняли. В реестр одаренных детей ввели моего ученика. Было очень приятно, кстати, вообще. Вот. Свои достижения, ну, тоже участвую, тоже бывает, выигрываю во многих выставках. Их очень много, за год их не учесть просто. Зельзёли готовились 120 штук, я почти работал вот 7 дней в неделю, потому что в субботу, воскресенье пришлось их собирать. И спасибо моему сыну, который помогал мне во всем этом. Он прям каждый день ждал, ты принес, не принес зельзёльки, будем, нет, собирать. В принципе, он сейчас интересуется тем, чем я занимаюсь, всегда просится на работу ко мне, когда у него время есть, ну, на учебу не надо, да.
И здесь какие-то вещи, да, он выпиливать уже умеет лобзиком, я его научил. А резак давать пока еще боюсь, но я думаю, мы к этому придем. Наставник — это, наверное, такой свет в темноте, который направляет тебя.